воды на Лени. Паводковая обстановка на реках Якутии развивается согласно прогнозов. Предварительные сроки сдачи ЕГЭ. Экзамен будет обязателен для тех, кто планирует поступать в вузы. Здесь живет герой. К всероссийской патриотической акции присоединился Алданский район. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. На реке Лени у села Намцы уровень воды поднялся на 101 сантиметр за 4 часа. Критическая отметка не превышена. У микрорайона Кангалас уровень воды превышен на 6 сантиметров. Идет густой ледоход. У Якутска вода убывает минус 2 сантиметра за 1 час. Допустимые отметки выше на 18 сантиметров, затор ниже поста. Ситуация по другим рекам, в частности по Алдану и Вилюю, под контролем. Особых проблем нет. За сегодняшний день выполнено 2 авиавылета, произведено 2 подрыва. Глава Якутии Айсен Николаев призвал охотников соблюдать меры безопасности в период весеннего половодья. В ходе традиционного брифинга он призвал якутян внимательно относиться к регулярным предупреждениям, которые рассылает МЧС. Ответственность за расходы бюджета, понесенные в ходе эвакуации нерадивых охотников, может быть переложена на спасенных. Единственная просьба, конечно, к жителям, в первую очередь к охотникам, очень внимательно относиться к предупреждениям, которые МЧС регулярно отправляет и сообщает. Мы вчера облетали, видели прямо вот брошенные уже на островах машины, из которых люди, судя по всему, эвакуировались достаточно быстро и так далее. Вот, конечно, таких вещей делать не надо. Так? Ну и подвергать свою жизнь опасности, рисковать ее, конечно, крайне неразумно. И надо понимать, что каждая эвакуация людей с островов, в первую очередь, еще раз говорю, охотников, это всегда достаточно большие расходы для бюджета. Вот. И ответственность за расходование этих средств потом может быть переложена на тех лиц, которых как раз мы и были вынуждены эвакуировать. Поэтому берегите себя, не подвергайте свою жизнь опасности во время ледохода, соблюдайте все требования безопасности. За минувшие сутки в республике зафиксировали 35 новых случаев заражения коронавирусом. 33 в Якутске и по 1 случаю в Алдане и Намцах. Новые заражения были выявлены внутри корпоративных и семейных контактов заболевших. Число крайне тяжелых больных уменьшилось с 10 до 7. Наблюдается положительная динамика. Порядка 25% граждан, которые обязаны соблюдать самоизоляцию в республике, нарушают ее, сообщил глава региона Айсен Николаев. Он подчеркнул, что это может привести к случаям массового заражения. Для снятия ограничительных мер по Якутску нужно, чтобы количество заболевших в сутки было меньше 10, пояснил глава республики. Более 2000 медиков республики, которые борются с коронавирусной инфекцией, получили дополнительные выплаты. Напомню, что в марте-апреле на эти цели из федерального бюджета было выделено 102 миллиона рублей и 50 миллионов из республиканского бюджета. Так, из федеральных средств предусмотрены выплаты врачам 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу 50 и младшему 30. Выплаты из республиканского бюджета врачам 66, среднему медперсоналу 40 и младшему 20 тысяч. Расчет производится исходя из объема выполненных работ. У нас сегодня есть 3 вида выплат нашим медицинским работникам. Со вчерашнего дня начались эти выплаты. За апрель месяц всего у нас 2002 работника попадают под эти выплаты. 40 учреждений это по выплатам главы республики. 29 учреждений это по выплатам Мишустина и 19 учреждений это по путинским выплатам. Понятно, что какие-то люди попадают у нас под все 3 выплаты, что, на наш взгляд, замечательно. Вчера мы получили уже прекрасные, замечательные отзывы от наших медицинских работников, кому уже на карточку эти деньги упали. Я думаю, что часть средств сегодня тоже оставшимся работникам, в зависимости от работы и банкам, где у них зачислена заработная плата, тоже произведется. Я с всей души благодарю, наверное, наше правительство, наше руководство за то, что были приняты такие беспрекословные меры поддержки к нашим медицинским работникам, понимая, как сложно им сегодня работать в этих условиях труда. И хочу еще раз поблагодарить наших работников за тот самоотверженный труд, который они несут каждый день. Расширены меры поддержки для семей с детьми. Однако одни допускают ошибки при заполнении заявлений, у других возникают проблемы со входом на сайт, рассказывает Александра Цыбикова.
Единовременная выплата размером в 10 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет, рожденных в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Если же 16 исполнилось до 11 мая, права на получение средств нет. Еще несколько нюансов в оформлении нам разъяснили в Нюрнбергском управлении пенсионного фонда. Правильно нужно выбрать статус. То есть очень часто мама ошибается, вместо статус мать выбирает статус ребенок, в связи с чем идет несоответствие, и мы выносим по такому заявлению отказное решение. Или же, например, указывается неактуальный номер счета, потому что в заявлении необходимо указать реквизиты банка. То есть если мама подает, то она и должна указать свой счет, но не папы. То есть в связи с этим также будет возврат средств. Получить данную выплату можно до 1 октября текущего года, заполнив одно заявление на всех детей. Дублировать заявление на каждого ребенка не нужно. Это приводит к излишним трудозатратам по обработке ошибочных заявлений. В связи с этим и потоком оформляющихся на сайте госуслуг случается перегруз. Поэтому работники пенсионного фонда рекомендуют не торопиться, так как на ее оформление есть еще несколько месяцев, и соблюдать режим самоизоляции. Однако, если есть острая необходимость, можно обратиться по предварительной записи. У меня есть дочь, ей 6 лет. И когда я узнала об этих выплатах, я тоже с мамой очень много пыталась зарегистрироваться, но у меня ничего не получалось. И я решила обратиться в пенсионный фонд, чтобы мне помогли. Я считаю, что 10 тысяч они нам сейчас в данный момент нужны, и они будут нам не лишними. Еще одна мера поддержки – это ежемесячная выплата в размере 5000 рублей на ребенка до 3 лет. С апреля по июнь она предоставляется всем семьям вне зависимости от размера доходов и наличия права на получение материнского капитала. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Точные сроки проведения ЕГЭ для выпускников российских школ Минпросвещения пока не назвала. Между тем, ОГЭ для девятиклассников и вовсе отменили. Сколько экзаменов будут сдавать выпускники 11 классов и почему ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, разбиралась Ульяна Шагина. Сейчас будни 11-классников выглядят примерно так. С утра завтрак, онлайн-уроки и параллельно, конечно же, подготовка к ЕГЭ. Даяна Павлова уже определилась с будущей профессией и с экзаменами, которые ей предстоит сдать. Собираюсь я поступать на маркетолога. У меня на примете есть несколько университетов, которые находятся в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Москве. Сдаю я профильную математику, русский язык, обществознание и английский. Причем единый государственный экзамен будет обязателен только для тех, кто собирается поступать в высшее учебное заведение. Остальные же могут сдать ЕГЭ уже в следующем году. Из предметов единого государственного экзамена базовая математика отменяется. Если выпускник решил поступить в то направление подготовки, где требуется профильная математика, он сдает профильную математику. Русский язык в обязательном порядке остается, и остаются предметы ЕГЭ, которые необходимы для поступления в вуз, предметы по выбору. Для девятиклассников Минпросвещение и вовсе отменило сдачу ОГЭ. Аттестация для них пройдет по результатам текущих оценок, без каких-либо дополнительных контрольных и проверочных работ. Это позволит не просто аттестовать девятиклассников, но и выдать им аттестаты. Во-первых, ОГЭ для учеников, которые завершают 9 класс, они будут отменены. Итоговые баллы по этим предметам будут выставлены по сумме баллов, которые они получали в течение учебного года. Учитывая текущую ситуацию с развитием такой эпидемии, будет создано условия для того, чтобы дистанционно подать документы для поступления в учреждение среднего профессионального образования, для того, чтобы как раз в более спокойных условиях дать возможность выпускникам подать документы и поступить в учреждение СПО. Еще раз напомним, что окончательную дату проведения ЕГЭ чуть позже сообщит Минпросвещение. Экзамен будет проводиться по единому по всей стране расписанию день в день. И тут главное не допустить распространения инфекции во время массового скопления детей. Это мероприятия будут касаться и входного фильтра контроля на входе в образовательное учреждение с тем, чтобы не допустить скопления массива школьников при входе в школу. Во-вторых, это дезинфекция дополнительно всех помещений образовательных учреждений. Это и
создание условий для обработки рук. Сейчас в Минпросвещении все эти вопросы уже отрабатываются, а соответствующие рекомендации, приготовленные совместно с Федеральным Роспотребнадзором, направлены во все региональные министерства образования. В соответствии с этими рекомендациями мы постараемся создать все те необходимые условия для успешной сдачи выпускных экзаменов нашими выпускниками. Вместе с выпускниками, конечно же, переживают и родители. Все эти переносы экзаменов не лучшим способом сказываются на общее психологическое состояние в семьях. Между тем, многие, конечно же, понимают, что меры эти вынужденные. И главная задача родителей в эти дни – обеспечить комфортные условия для своих детей во время подготовки к ЕГЭ. Естественно, мы понимаем, почему все это делается, почему вот такие сложности. Это все зависит от эпидемической ситуации. Но мы все же надеемся, что наши власти примут достаточно быстрое и четкое решение, когда все это будет, чтобы дети наши могли четко рассчитывать и сроки, и условия поступления. Для тех, у кого еще остается много вопросов по экзаменам, Министерство просвещения Российской Федерации открыло горячую линию. Ульяна Шагина, Сергей Дьяконов, Якутск. Порядка 10 тонн дезинфицирующего средства потратили на обработку домов и помещений в районах республики, где обнаружили вспышку коронавирусной инфекции. В МинЖКХ сообщили, что управам городского округа раздают гипохлорид натрия 5% объемом 1000 литров. Муниципальным образованием направлено за все время 10 тонн дезинфицирующего средства. По данным ежедневного мониторинга, всего в республике продезинфицировано 7882 жилых объекта из 8255 многоквартирных домов. В Хандыге в этом году филиал Якутского медколледжа выпускает первых специалистов среднего звена – медицинских сестер. Все они после защиты дипломов будут работать в Тампонском и районной больнице, рассказывает Мария Винокурова. В 2017 году в отделение сестринское дело поступили 25 девушек, но до победного конца дошли 16. Профилирующие предметы преподавали практикующие врачи, а общеобразовательную часть – учителя Хандыгской средней школы. Они были допущены до всех оборудований, до отделений, работали непосредственно с пациентом, производили полноценный сестринский уход и с паллиативными больными, за тяжелыми больными. Поэтому девочки подготовлены, я считаю, что на хорошем уровне. Вот теперь им осталось уже приступить к самостоятельной работе. Новые кадры очень нужны на местах, ведь сегодня в Тампонском районе укомплектованность средним медицинским персоналом остается на уровне 72%. Такая острая нехватка кадров связана с уходом на пенсию старой гвардии медсестер и фельдшеров. Я всегда хотела отучиться на медицинскую сестру, но у меня не было возможности выехать в город Якутск для обучения. Я очень рада, что в нашем поселке открылся филиал, и что я здесь отучилась 3 года, и скоро выходим на работу. Я пока не знаю, в каком отделении я буду работать, но я буду рада работать везде. Большая часть студентов – работники центральной больницы и выбрали будущую профессию осознанно. Будущие медсестры преддипломную практику проходят на базе райбольницы в отделениях хирургии, терапии и педиатрии. Я в медицине работаю уже 5 лет, 3 года из них я обучаюсь в медколледже и параллельно работаю в поликлинике. Сейчас мы проходим преддипломную практику в терапевтическом отделении. После защиты диплома и аккредитации медсестер уже ждут на рабочих местах в участковых больницах сел Мегиналдан, Тополиная, а также в Центральной районной больнице. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В Чурапчинском улусе проводят профилактические работы по предупреждению лесных пожаров. Фонд лесного хозяйства составляет 85% от всего земельного фонда улуса. Так, в прошлом году в Чурапчинском улусе провели 51 рейд, оформили 3 протокола административного правонарушения. Потушено 2 пожара площадью 10 гектаров. Общий ущерб лесному фонду составил 50 тысяч рублей. В целях профилактики лесных пожаров на территории Чурапчинского района ежедневно совместно с работниками
охраны природы, лесничества и отделения внутренних дел Черептинского района проводятся патрульно-рейдовые мероприятия. Пользуясь случаем, прошу населению соблюдать меры пожарной безопасности в лесах во время пожароопасного сезона. В случае выявления нарушителей будут приняты меры административного воздействия вплоть до уголовной ответственности. Ко всероссийской патриотической акции «Здесь живет герой» присоединился Алданский район. В Алдане двое участников Великой Отечественной войны. Дома, где они проживают, герои-победители, теперь обозначены памятными табличками. Подробности у Татьяны Вахниной. Ветеран Великой Отечественной войны, рядовой Кашкарев Александр Кузьмич. 7 ноября 1927 года рождения. Был награжден медалью за победу над Японией, медалью Жукова. Участник Второй мировой войны Александр Кашкарев проживает в двухэтажке по улице 10 лет Якутии. На фронт Александр Кузьмич ушел в 1945 году с 17-летним юношей. После завершения Великой Отечественной их полк перебросили на восток. Дом, в котором проживают Александр Кузьмич и его супруга, ветеран тыла и труда Людмила Яковлевна, теперь обозначен памятной табличкой. Жители будут знать, что здесь живет ветеран. Памятные таблички «Здесь живет ветеран» были организованы администрацией района, военкоматом района, казачеством, юнармией, боевое братство. Установлены. Алданский район присоединился к патриотической акции «Здесь живет герой». Эта акция продолжает советскую традицию обозначать дома бойцов красной звездой. В Алдане два участника Великой Отечественной войны. Анатолий Баранов скоро отметит 94 года. На фронт он был призван в 17 лет. После обучения был распределен на Балтику. Фронтовое прошлое Анатолий Васильевич и сегодня помнит отчетливо. Дом по улице Семенова, в котором проживает ветеран, теперь тоже обозначен памятной табличкой. Ветеран Великой Отечественной войны, старший матрос Баранов Анатолий Васильевич, 8 сентября 1926 года рождения. Награжден медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны второй степени. Разместив таблички на фасадах домов, где проживают ветераны, бойцы юнармии торжественно провозгласили вехи фронтовых путей и боевые заслуги ветеранов. Лично засвидетельствовать почтение победителям ребята не смогли. В режиме полной изоляции посещения исключены. Помним, гордимся, чтим! На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.